Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Песни под гитару» и я, Анатолий Длуцкий. Я очень рад приветствовать всех, кто любит авторскую песню и ценит хорошую поэзию. Дорогие друзья, нас все так же зовут Андрей Янушкевич. И Кузьмицкая Алина. И мы снова рады исполнить свои песни для вас. А сегодня мы продолжаем беседу с Андреем Янушкевичем, автором-исполнителем из Бреста. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте. Давайте начнем с песни, а потом поговорим. Давайте. С какой песни? Очень хотелось бы исполнить песню «По лунной дороге». Пожалуйста. Пойдем с ума по-тихому, чтоб пыль не поднимать. Прозрачными, безликими нас будет не узнать. Напялим все, что не было, на головы свои. Наденем все, что сказано, и будем таковы. И по лунной дороге, по летнему спелому льду уйдем от капризной тревоги, и, может, тебя я найду. Найду тебя и стану я выслушивать опять, как важно быть невидимым и молча отвечать, как стыдно не угадывать тебя мне в тишине, как смело не разглядывать тебя в чужом окне. И по лунной дороге, по летнему спелому льду уйду от капризной тревоги, и, может, тебя я найду. А может, ты найдешь меня и станешь вспоминать, что мы с тобой похожие, и нам нельзя понять друг друга, и тем более самих себя опять. Туманные истории, зачем нельзя гулять? И по лунной дороге, по летнему спелому льду сбегать от капризной тревоги и знать, что тебя я найду. Спасибо, Андрей. Мы забыли с тобой представить твою спутницу. Да, если кто-то не смотрел первый выпуск, пожалуйста, представь. Алина Кузьмицкая, моя добрая помощница и друг семьи. Спасибо, Алина. У вас замечательно получается. Спасибо большое. Вместе петь. Андрей, ты являешься председателем президиума творческого объединения «Белый абажур». Ты исполняешь и административные функции? Ну, раз председатель, то сначала административное, а затем все остальные. А как-то на творчество влияет это? Да, конечно, если бы не творчество, я думаю, не было бы ни белого абажура. Нет, я имею в виду, ты справляешься. А куда мне деваться-то? Некуда деваться, да. Ясно. А как концерты бывают ли часто? К сожалению, не очень часто, но бывают. Понятно. Давайте песню. Хотелось бы исполнить одну из самых старых песен, которую я написал еще в юношестве, можно сказать. Это песня на стихи Марины Куновской, она называется «Собачья свадьба». Пожалуй, с нее и началось творчество. Она была одной действительно из первых. Никто не помнил номер двора, но где свернуть понимали сразу. Свили гиацинты, флёр ду оранж на месте разрушенного унитаза. В зубах фокстерьера трещал контрабас, тимпаны ныли, баллонки пели, засос локали колесную мазь, лохматый фаун и жирная Перри. Жених вспоминал прошлогодний май, и блох из-под мышек выщелкивал грустно. Невеста локала китайский чай и делала вид, что ужасно вкусно. В зубах фокстерьера трещал контрабас, тимпаны ныли, баллонки пели, засос локали колесную мазь, лохматый
жирная Перри. Спасибо. Андрюша, я знаю, что крайний ваш альбом называется «Акустика-2013». Вы планируете новый альбом выпускать? Я очень надеюсь, что получится его выпустить. Он будет не системно записан, а в него войдут все песни, которые за 4 года просто писались и записывались по отдельности. Понятно. Давайте следующую песню. Давайте. Я хотел бы спеть песню тоже, она очень старенькая, называется «Я летел сюда». Она звучала в разных исполнениях, и в акустических, и в электрических. Сейчас попробуем сыграть. Это ваша получится. песня? Да. Пожалуйста. Я, наверное, ошибся дверью. Я шел не сюда. Я кого-то был должен любить здесь, но не тебя. Я, наверное, ошибся адресом в свете белого дня. Здесь давно заждались кого-то, но не меня. А я летел сюда черным облаком, белым мерином, слепым соколом, по дорогам света нескладного, да не взяв билета обратного. Я забыл, как тебя там звали, а может, не знал. И запомнить смогу едва ли, хоть и не пробовал. Я уже не хочу и не стану снова все начинать. Я не встретил здесь тех, кому бы было не наплевать, что я летел сюда черным облаком, белым мерином, слепым соколом, по дорогам света нескладного, да не взяв билета обратного. Я, наверное, просто падал, а думал, летел. И кому-то так сильно верил, видно, очень хотел. Я, наверное, долго думал, что могу, но терплю. Я, наверное, просто умер, а думал, что сплю. И лечу сюда черным облаком, белым мерином, слепым соколом, по дорогам света нескладного, да не взяв билета обратного. Спасибо, очень хорошая песня. А как рождаются темы песен? Не знаю. Не знаете? Нет, неизвестно никому больше, чем уверен. А с кем вы сотрудничаете? Вы имеете в виду музыкантов? Да, музыканты, может быть, поэты, композиторы. Мне посчастливилось сотрудничать, ну, скажем так, со многими музыкантами в Бресте. Вот, то есть я 20 лет там живу. Я не скажу, что я с кем-то стабильно сотрудничаю. С кем получается в данный момент, с тем хорошо, да. Люди приходят, уходят, а ты со своими песнями остаешься. И ты им нужен или они тебе, я до сих пор не знаю. Очень мудро и правильно. А какие у вас творческие проекты? Что бы хотелось сделать? Есть несколько проектов, где мне, правда, хотелось бы привлекать музыкантов абсолютно разных жанров и направлений.
Потому что, к сожалению, жанровость, она заставляет людей действовать в рамках. Но это не всегда очень хорошо, в моем понимании. Согласен. В заключении еще одну песню. Продолжение разговора о жанровой принадлежности. Мне очень нравятся добрые песни, и такие очень похожие на детские, как будто бы из мультиков. Вот одну из таких песен, я надеюсь, что Алина сейчас исполнит. Мы ее попросим очень об этом. Мы очень попросим, конечно. Она называется «И на глазах». Кстати, в продолжении разговора, она была на самом деле написана для моей старшей дочери Варвары, когда она была очень маленькая. Вот, я очень надеялся, что она, когда вырастет, будет ее петь, но вышло все совсем не так, как я думал. Она выросла, написала свои песни и поет свои. А эту песню, вот, к счастью, есть друзья, которые поют. Андрюша, это ваша песня, да, стихи, да. Музыка, да? Алина споет. Очень надеюсь. Алина, пожалуйста. И на глазах вечер зачах, я улыбнусь, глядя на звезды. Мне так легко не понимать, рано мне жить или поздно. Где-то далеко будет нелегко из-за облака мечты несерьезной. Скоро стану я настоящая девочкой мечты твоей, очень взрослой. И не забудь радость и грусть, пусть будут, пусть с нами навеки ночи и дни, реки и сны, где мы одни люди, человеки. Где-то далеко будет нелегко из-за облака мечты несерьезной. Скоро стану я настоящая девочкой мечты твоей, очень взрослой. Вот так неожиданно. Да? Спасибо, очень красивая песня. Я представляю, если еще сюда инструменты, она вообще будет замечательно. Она исполнена, да, в составе акустического коллектива, она есть. Да, и оно чувствуется, что вот не хватает чуть-чуть. Андрюша, Алина, спасибо вам большое. Я думаю, что мы обязательно еще раз встретимся. Творчеством, счастья, здоровья и всего самого хорошего. Спасибо вам большое, что пригласили. Мы всегда рады новым встречам. Спасибо. Спасибо. А вам, дорогие друзья, хочу напомнить, что в итоговой программе мы назовем победителя зрительского голосования прошедшей недели и узнаем, совпало ли ваше мнение с мнением мэтру. И, конечно, послушаем хорошие песни. Это была программа «Песни под гитару». До новой встречи.